начинаем наш урок. Сначала хочу, чтобы все вы вышли сюда. Встаньте в круг. Круг Дуалахтанамас. Вот. Так, вот так. Вот так. Давайте быстро. Все. Теперь я хочу, чтобы вы пожелали друг другу удачу. Какие-то теплые слова сказали друг другу. Хорошо? Да. Так, начинай, Амина, начинай. Я хочу пожелать тебе, чтобы у тебя всегда все расцветало, и ты была всегда счастлива. Так, дальше продолжай. Теплые слова. Какие теплые слова вы хотите пожелать друг другу? Я хочу, чтобы ты была всегда счастлива и всегда радовалась, что ты делаешь. Как ваш настрой? Отлично. Так, я хочу вам тогда пожелать, чтобы сегодняшний урок прошло на ура. Давайте, садитесь. Откройте вашу книгу. Книги откройте свои. Так, сегодняшняя наша тема называется «Казахстан. Космическая наука». Так, первое упражнение. Ну, я хочу спросить у вас сначала, кто хочет ответить? Байконур где находится? Правильно. Кызылординская область. Так, Байконурда не ушада? Да, там находится космодром. Давайте я вам сейчас хочу задать такой вопрос. Нет, давайте разгадаем ребус с вами. Первое упражнение, посмотрите, первое упражнение. Что такое? Так, давайте все посмотрим. Все посмотрим. Так, первый ребус и второй ребус. Первое слово. Какое слово? Ракета. Так, откуда вы узнали, что это ракета? Первое, так, давайте по очереди. Первое, насекомое, как называется вот это насекомое? Рак. Поэтому мы взяли первые буквы, а дальше у нас сложится слово, да? Да. Ракета. Так, второе. Какое слово? Космодром. Теперь я хочу прочитать вам второе упражнение, небольшое такое стихотворение. Небо ты сделал родным для Земли. Наш космодром Байконур. К звездам далеким ты шлешь корабли. Ночью и днем Байконур. Родиной дальних космических трасс люди зовут Байконур. Нету Земли на планета у нас краше, чем Байконур. Так, давайте делимся с вами на две группы. Так, вот эта сторона садитесь вот сюда. Вот это, на жопа ложитесь. Ваша группа называется Байконур. Байконур, понятно? А так, ваша группа называется ракета. Поняли? Так, теперь я вот только что прочла вам стихотворение. Теперь мы должны работать. Как мы работаем? Их ставят друг на друга. В каждой ступени есть свои двигатели и свой запас топлива. Во время взлета ступени отделяются по мере того, как расходуется топливо. Вот ракета поднялась на нужную высоту. Теперь отделяется последняя ступень, и корабль летит уже самостоятельно. Он становится спутником Земли. Так, ребята, посмотрите. Вот наша ракета. Да? В данное время вот это наша ракета, а корабль находится где? У нас в голове, Вот это корабль, да? Так, а вот это остальные, которые отделились, это что? Ступни. Для чего они? Так, ваша группа. Ступни для чего?
Так, Айсултан. Ступни нужны для летать на нужную высоту, и они отделяются на самый последний кусок. Они сами, остальные сами летают и изучают космос. А ступни для чего? Что там внутри есть? Ступни есть там. Что есть внутри ступни? Вот смотри, вот это наш корабль, да? А в ступнях внутри что есть? Топливо. Так, задача такова. Смотрите. Вы должны написать выделенные слова. Вы должны написать выделенные слова. Так, напиши. Вы нашли? Какие имя прилагать? Нет, имя существительное нашли? Да. Так, первое слово назовите. Небо. Правильно, дальше. Космодром. Космодром. Мы только что прочли. Что такое ракета-носитель? Амина, начинай. Ракета-носитель – космическая ракета, которая выводит на орбиту космический корабль. У ракеты снизу бывает 2, 3 или 4 ступени. Это у каждой ступени бывает свой запас топлива и свои двигатели. Когда отделяются ступени, ракета может лететь самостоятельно. Когда последняя ступень отделяется, она становится спутником Земли. Молодец, садись. Так, теперь давайте разберем. Это какое предложение? Это простое предложение или сложное предложение? Сложное. Откуда вы узнали, что это сложное предложение? Потому что там много Несколько предложений, да? Здесь состоит из двух предложений, да? Так. И потом объясни, почему это схема. Потому что там еще другие есть схемы, да? Başka da schemalar var, бірақ hepsinin екінші схеманың алдын, соны бізге түсіндіріп айтып бересің. Интересные вот наши задачи вы должны поработать и сдать мне. Так, поработай. Именно касается нашей темы. Сложное предложение. Еще какие сложные предложения вы можете составить? Вот. Так, теперь объясни, почему это схема? Потому что Это показывает, что это предложение. Какое предложение? Сложное предложение. Так, первое предложение где у нас стоит? Первое предложение где стоит? Вот это предложение, да? вот это, а потом начинается это предложение. Так, какой союз здесь? Какой союз? Союз И. Так, теперь прочитай предложение. Теперь, отделяясь после ступеней, и корабль летит уже самостоятельно. Так, где здесь сказуемое? Отделяется. Отделяется что? Что отделяется? Ступни. Вот слово отделяющее, вот ступни. Так, второе предложение. Корабль Найди глагол, сказуемое. Вот. Корабль. Нет. Второе. Правильно. Летит. А где корабль стоит у нас? Вот. Второе предложение. Вы поняли, ребята? Теперь я хочу слушать ваши задания, как вы отвечаете на вопросы, касающиеся темы, да? Так, Айсултан, первый вопрос. Какой вопрос? Где находится Байконур? Где находится? Городе города. Козловодской области. Какой вопрос?
Ставь ударение. Корабль, космос, гавань, земля. Так, давайте поставим ударение. Первое слово. Читай. Корабль. 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 Куда падает ударение? А. Правильно. Второе. Космос. Космос. Куда падает ударение? О. На О. Правильно. Дальше. Гавань. Гавань или гавань? Гавань. Гавань. Правильно, что говорить. Не гавань, а гавань. Так. Как называется наука? Жанбек, как называется наука, которая занимается исследованием небесных тел? Астрономия. Правильно, астрономия. Читать выразительно и красиво. Так, Амина, начинай. Небо, ты сделал... Погромче, погромче. Небо ты сделал родным для Земли. Наш космодром Байконур. К звездам... Солнце еще и корабль. Ночью и днем Байконур родной дальних космических трасс. Люди зовут Байконур, нету земли на планету у нас. Люди зовут Байконур, нету Земли на планета у нас краше, чем тут Байконур. Почему автор говорит, что наш Байконур? Потому что это только в Казахстане. Когда говорят, что наш Байконур, она только во всем мире, в Земле, есть одном месте, это Байконур. Так, какое первое слово, которое мы запомнили? Ступень. Так. Космодром. Ну, это слово вы знаете, да? Ну, давайте напишем. Космодром. Так, следующее слово. Ракета-носитель. Ракета-носитель. Ну, слово ракета вы знаете, а вот есть ракета-носитель. Так, еще какое слово? Еще гавань. Гавань. Правильно. Гавань. Еще какое слово? Топливо. Все, да? Вот эти слова мы должны написать в тетрадь и запомнить, как они пишутся и на казахском как звучит. Что понравилось вам на уроке? Особенно, пожалуйста, Амина. Мне понравилось то, что мы там проходили, как ракета, как ступени отделяются. Мы узнали побольше о космосе и о всех космических телах. Угу. А тебе, Азере, что понравилось? Мне тоже Каламина понравилась. То есть чтение текста? Ну да, все. Работа с текстом, да? Да. Ну, может быть, все, потому что здесь было все интересно. Все было интересно, да, для тебя? Так, трудное было? Что-то трудное? Нет. Нет. Все было. Тебе, Асютан, тебе что понравился? Мне понравился ракета-носитель, как отделяется ракета, какие электрические вещи у ракеты, сколько мощи лошадей. То есть ты получил много информации, да? Много информации, тебе было интересно. Итак, тебе, Жанбек, что было неинтересно? Неинтересно. Ты сидел сегодня так, неактивно сегодня. Почему? Что-то непонятное было? Что не понял? Как летают ракеты, а что, если у них закон... То есть тебе надо дополнительная информация, да, чтобы ты усвоил, да? Но тебе неинтересно было что? Какие задания тебе неинтересно было? Ничего не интересно. Не было, да? Интересно. Все интересно, да? А почему не активно был сегодня? Или Или тебе трудно было?
выполнять все эти задания? Мне не было трудно, я Старался, да? Да. Хорошо. Так, кто? Ақерке, саған не қиын болды? Бүгін сабақта сен толық қатыса-мадың ғой. Не үшін қатыса-мадың? Ақерке, түсінбедің ба тақырыпты? Саған қазақша түсіндіру керек па кішкене? Енді не қиын болды? Тапсырма қиын болды ма? Келесі сабақта, бүгінгі сабақта не қызықты өтті? Қай бөлімі? Бәрі қызық. Жоқ, сабақты, жоқ, ракетадан бұрын. Именно қандай жері сендерге қатты қызық болды? Мне понравилось также вот с текстом работать. Работа с текстом, Да, хорошо, там еще. это ставить вот эти вот ударения. Ударение, да, еще. И отвечать на вопросы. Отвечать на вопросы, да? Это я Вам интересно было отвечать на вопросы, да? Так, Ақерке, саған не қызық емес болды? Саған қызықтырмайтын нәрсе болды ма? Жоқ, қызықтыратын. Алдыңғы сабақпен салыстырамыз. Енді сравниваем с предыдущий урок. Так, что было интересно? Предыдущий урок или сегодняшний урок? Предыдущие сегодняшние. Интересно было, да? Ну, честно говорите, честно. Какой урок вам больше понравился? Предыдущий или сегодняшний? Сегодня очень понравилось. Предыдущий очень понравился. Потому что в предыдущем что было? Интересно. Интересное было, да? Интересных. Понятно. Да, интересных. Что было? Больше там. Больше интересных заданий было, да? Да. А сегодня? Сегодня было интересно, как ракета летает. Но мы работали с текстом, и когда учительница нам что-то задавала, это очень было интересно. Хорошо. Так, что хотите изменить на следующий урок? На следующий урок, чтобы было много часов вопросов и... Да, интересных вопросов, да? Еще? Больше информации. Да, больше информации, интересных больше вопросов. времени. Так, Больше времени. так, больше. Так, заданий интересных, да? Больше времени. Угу. И еще Больше И интересные вопросы, да? чтобы было все сложно. Угу. Как Вопросы. И Сложно. Так, от легкого до сложного, да? Да. Хорошо. А еще это... Еще что хотите изменить? Там вот так, чтобы все спрашивали, что А если вы вот трое, вы вот сможете ответить, вот как вы будете помогать Ақерке? мы ему рассказывали, где нужно ставить вот эти вопросы, как отвечать, чуть-чуть помогать. Да, Чуть-чуть, вы должны стараться, да? Вы Да. должны помогать ей, да? Потому что ей надо что делать? Чтобы она тоже Да, поняла, всё и поняла. чтобы ей тоже было интересно. Хорошо, молодцы. Спасибо, ребята. Лаура Рахметқызы, бүгінгі сабақтан жалпы осы лесін стадиядан не алдыңыз? Ең бірінші балалармен қалай жұмыс жасау керек. Өйткені балалардың өзі бөлінеді ғой. Бір баланың деңгейі өте төмен болады. Орысша қабылдай алмайды. Ортада өйткені олар күнделікті орысша сөйлемейді ғой. Ал кейбір балалар орта деңгейде болады, значит күнделікті орысша сөйлейді, қабылдайды, сондай деңгейде болады. Ал кейбір балалар өте жақсы ортада, орысша ортада өскендіктен олар тез қабылдап, тез жұмыс жасайды. Значит, біз орыс тілінде әртүрлі деңгейдегі балалармен жұмыс жасаймыз. И әртүрлі деңгейдегі балалармен әртүрлі деңгейде жұмыс жасау керекпіз. Мысалы, орысша жақсы түсініп тұрған, оқып тұрған балаға біз оңай сұрақ қоя алмаймыз. Немесе орыс тілде қиналатын балаға біз қиын сұрақ қоя алмаймыз. Жақсы, олармен деңгейлік тұрғыдан жұмыс жасауды үйреніп жатырмыз. Лесін стадияда деңгейлік тапсырма беруді үйрендіңіз. Иә, деңгейлік тапсырма беруді. Енді лесін стадиядан сізге өзіңізге не берді? Лесін стадия сізге өзіңізге не берді? Бұрынғы салыстырайық. Лесін стадияның алдындағы Лаура Рахметқызы қандай еді? Лесін стадияда Лаура Рахметқызы қандай болды? Бірінші лесін стадия сабақтан өткізіп бастаған кезде бізде қобалжулар болды. Біріншіден сіз қобалжу жеңдіңіз, е? Қобалжуды жеңдік. Балалармен жұмыс жасау кішкене қиындау болды. Өйткені балалардың өзі сол кезде дайын болған жоқ. Одан кейін біз ұдайы осы сабақты өткізу барысында ол балалар
топпен жұмыс жасауды үйренді. Өйткені біздің кейбір сабақтарымыз топпен жұмыс жасадық, иә. Кейбір сабақтарда біз видеолармен жұмыс жасауды үйрендік. Қосымша ақпараттарды іздеп келуге үйрендік. Тек қана сабақта емес, сабақтан тыс қандай материалдармен жұмыс жасауға болады. Біз солармен жұмыс жасадық. Енді болашақта сіз қай жаққа қарай бұрыласыз? Жаңартылған білім мазмұнын алып шығатын мұғалім болып па? Жоқ, бұрынғы келіп сабақ өтетін мұғалім болып па? Жоқ, әрине Жаңартылған білім мазмұны сізге көп көмек берді ме? Иә, әрине. Көп көмек берді, рахмет. Өйткені өте көп Жаңашылдықтар көп, иә? Бірақ жаңартылған білім мазмұнында ізденісті көп қажет етеді, ізденістің үстінде ізденіс болу керек. Әрбір сабақ сайын сіз шыққан кезде бүгін менікі плюсім не, минусым не деп шығарып отырсаңыз, өзіңізге рефлексия жасап отырсаңыз, сіз жақсы мұғалім болып шығасыз. Рахмет.